Вас приветствует Русский остров. Здесь завершилась деловая программа Восточного экономического форума, а это пленарные заседания, подписание соглашений и всевозможные открытые площадки для обсуждения. О том, как работала наша республика на юбилейном ВЭФ, расскажем в этом материале. Восточный экономический отмечает свое первое десятилетие с размахом. Российский бизнес представляет новые разработки, а регионы ярко конкурируют за инвестиции. Однако в этой конкуренции нет победителей и проигравших. В этом году в Приморье заключили соглашение на общую сумму в 6 триллионов рублей. Главное экономическое событие года – что-то вроде витрины макрорегиона, а заодно успешная модель развития для всей страны. Забегая вперед, стоит отметить, форум для Якутии прошел с большим успехом. Республика заключила 27 соглашений на сумму в 106 миллиардов рублей. Всего же за годы участия в форуме удалось привлечь в экономику более триллиона. Каждое соглашение – это не просто цифры, а новые предприятия, рабочие места, увеличение доходов бюджета республики. Одни из первых – сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами Озон и Wildberries. В Якутске появятся логистические комплексы, что создаст сотни рабочих мест. Причем расположены они будут интересным образом. Одна компания выбрала северную часть города, другая – южную часть городского округа. И площади достаточно большие, и сумма вложений, многие миллиарды рублей, создаются по каждому проекту сотни рабочих мест. Помимо новых рабочих мест, очевидными плюсами становится отдельная витрина, сделана в Якутии, а это выход наших местных производителей на крупный российский рынок, а также быстрая и надежная доставка товаров. В целом у нас там 271 предприниматель. Для региона это не очень много, если вот так вот сравнивать, да? Но при этом те люди, которые подались на участие в платформе роста, там получается 50%, наверное, это одежда, причем действительно такого достойного уровня дизайнерского, а половина это ювелирные изделия, авторские. И мы видим, конечно, в том числе для нас огромный интерес и возможности для развития. Все всегда начинается с малого. От доставки покупки до социально-экономического развития. Рабочая программа ВЭФ принесла Якутии целый пакет новых договоренностей, где одним из ключевых партнеров среди перечня соглашений стал Согаз. В центре внимания – страховая политика. Для Якутии это не просто финансовый инструмент, а основа будущей стабильности. Своевременное оформление страховой защиты имущества и объектов позволяет не только минимизировать риски, но и сохранять значительные финансовые ресурсы, подчеркнул председатель правительства Якутии. Страховая деятельность обеспечивает определенную безопасность, и, конечно, финансовые гарантии в нашем непростом регионе. Климатические условия и прочее нам периодически такие вызовы для нас ставят, и поэтому своевременные подходы, правильные к страхованию имущества, объектов будет обеспечивать сохранению наших финансовых средств. Помимо этого, Якутия подписала план работы «Дорожная карта с ОНО «Россия – страна возможностей». Речь идет о работе с кадровым потенциалом. Особый акцент сделан на школьниках старших классов и студентах первых курсов. Не остаются в стороне и работодатели. Им отводится ключевая роль в предоставлении мест для стажировок и формировании будущей профессиональной среды. Если мы говорим в применении к республике, то для республики партнерство с президентской платформой еще интересно тем, что мы можем обеспечить в том числе приток кадров из других субъектов Российской Федерации. Это в первую очередь молодежь, которой интересно попробовать что-то новое, попробовать себе поставить вызовы, достичь их, решить эти задачи и, собственно, развиваться вместе с какими-то сложными целями, сложными задачами. Не забыли и про семейные ценности. Сотрудничество с фондом имени Иннокентия Сибирякова направлено на поддержку семьи, материнства и детства и укрепление базовых ценностей общества. Также подписали два соглашения с компанией «Октозолото» и с фондом имени Иннокентия Сибирякова. Второе соглашение нацелено на укрепление семейных ценностей, материнства и детства. Первое соглашение по содействию развитию деятельности компании «Октозолото» на территории Республики Саха-Якутия.
Ну а с ростом социально-экономической активности в республике, как в самом большом регионе не только Дальнего Востока, но и всей страны, будет расти и потребность в электроэнергии. Впрочем, это не единственный вопрос, который обсуждался на площадках ВЭФа. Возможность погрузиться в топливно-энергетические глубины появилась у нашей съемочной группы во второй день рабочей программы. Знакомьтесь, это мамонтенок Яна, найденный в Верхоянском районе нашей республики. А теперь это полноценный участник Восточного экономического форума и находится здесь, в холодильнике с температурой в минус 18 градусов в павильоне улицы Дальнего Востока. Но вот какое дело. Холодильник работает круглые сутки для того, чтобы туша была в ценности и сохранности. А если я вам скажу, что на улице Дальнего Востока находится целых 11 павильонов? Везде расположена техника, и все они работают чуть ли не круглосуточно. Это мы не говорим о том, что помимо павильонов на улице Дальнего Востока есть еще и корпусы, где проходит деловая программа форума. Сами посудите. В общем-то, цифры говорят сами за себя, но здесь возникает вопрос, как же сберечь и приумножить драгоценные гигаватты электроэнергии, которые затрачиваются за примерно 3-4 дня Восточного экономического форума. А ведь мало кто задумывается, что при таких мероприятиях в работе находится огромное количество ресурсов, среди которых основное – это электричество. Инвестпроектами по модернизации действующих и строительству новых энергетических мощностей уже не удивишь. И брать пример в ближайшую шестилетку стоит уже ориентируясь на партнеров из Поднебесной. Они активно строят солнце и ветер. Каждый год добавляется 250 гигаватт только возобновляемых источников солнца и ветра. Китай к 30 году, я думаю, что он вопрос своей энергобезопасности решит полностью. А в дальнейшем он станет страной, которая будет импортировать электрическую энергию. Данные по структуре потребления электроэнергии в арктической зоне РФ за последние пару лет демонстрируют доминирование промышленного сектора. 45% приходится на обрабатывающую промышленность и 29% на добычу полезных ископаемых. А вот полезные ископаемые – это тема, где копаться можно, безусловно, долго. Тем не менее, в Нижнеколымском районе, где находятся залежи оловянной руды и золота, теперь появился атомный гибридный энергокомплекс мощностью свыше 9 мегаватт. 2500 жителей теперь получат надежное энергоснабжение. Уважаемые участники форума, автономный гибридный энергокомплекс успешно введен в эксплуатацию. Поздравляем жителей поселка Черский и всех присутствующих. Альтернативой электричеству вполне может послужить газоснабжение, коим в скором времени будут снабжены жители сел Дюлюкю, Хамустах и Хоро Верхневилюйского района. Несмотря на то, что проект далеко не дешевый, реализация начнется в самое ближайшее время. Конечно, будет использоваться несколько источников. Это и амортизация Сахатранснефтегаза, национальной газовой компании, это средства государственного бюджета и, конечно, вот КРДВ. И вот использование нескольких источников позволит реально реализовать этот проект. Еще один вид топлива – старый добрый уголь. Так, в ходе ВЭФ глава государства поучаствовал в запуске Тихоокеанской железной дороги длиной в 531 километр, которая соединит Якутию и Хабаровский край и выйдет на берег Охотского моря. Строительство железнодорожной магистрали было завершено раньше срока. Вторую линию дороги планируют ввести в эксплуатацию в первые месяцы 2027-го. Магистраль должна связать Ильгинское угольное месторождение с терминалом Порт Эльга в Хабаровском крае. Благодаря этому пропускная способность железной дороги вырастет до 50 миллионов тонн угля в год, что позволит разгрузить БАМ и упростить доступ российских экспортеров антрацита к рынкам восточно-азиатских стран. Также расширение стимулирует освоение северных месторождений полезных ископаемых в нашей стране. Давайте будем запускать объекты. Вперед! Поздравляю вас! Успехов! Вопросы потребления и суверенитета государственного энергокомплекса рождают уникальные проекты, что позволяет повысить экспортный потенциал не только Дальнего Востока, но и всей страны. С мероприятием такого уровня, как ВЭФ, принято увязывать анонс больших инвестпроектов и открытие важных инфраструктурных объектов. И это действительно так. Якутия открыта для инвестиций и готова сопровождать проекты на всех стадиях их реализации. Такое заявление прозвучало из уст председателя правительства Кирилла Бычкова в рамках презентации инвестпотенциала региона.
Восточный экономический форум – главное экономическое событие не только для Якутии, но и для других регионов Дальнего Востока. За 10 лет проведения мероприятия в экономику нашей республики было привлечено более 1 триллиона инвестиционных средств. Конечно, масштаб такого мероприятия трудно переоценить, однако не стоит забывать, что проведение форума стало возможным благодаря решению президента нашей страны. На полях юбилейного ВЭФ традиционно состоялась презентация инвестпотенциала республики. Основным драйвером экономики остается промышленность. А по итогам прошлого года объем ВРП достиг 2,5 триллионов рублей, где объем инвестиций в основной капитал достиг почти 800 миллиардов. В последнее время и на форуме соглашение соответствующее подписано, и повестка это очень активно обсуждается и задействовано. Это развитие арктических территорий. В целом это и качество жизни нашего населения, но это и разработка огромного потенциала недр, которые сегодня имеют тенденцию к такому устойчивому, хорошему развитию, при этом требуют развития инфраструктуры. Один из элементов инфраструктуры современности – это устойчивое интернет-подключение. В рамках презентации компания Arctic Telecom представила уникальный инфраструктурный проект национального масштаба «Синергия Арктики». Это беспрецедентная программа строительства в экстремальных условиях, охватывающая самые удаленные уголки Арктики и труднодоступные территории Якутии. Живой тому пример – Абыйский район. Мы в Белой горе построили сеть оптическую уже по всем жилым домам. Значит, в Белой горе сейчас оптическая сеть, она подключена на спутник пока. Мы, значит, предоставляем там услуги, то есть абонент, приходящий наш домой, он также подключается к Wi-Fi домашнему. Значит, просто потом в Белую гору придет еще и оптика внешняя. И у него мы скорости расширим значительно, и у него будет высокоскоростной настоящий интернет дома. Безусловно, инновационные технологии, а вместе с ними креативная экономика и туризм стабильно развиваются. А республика все так же готова к сотрудничеству не только с российскими, но и международными партнерами. Об этом свидетельствует и атмосфера, царившая в кулуарах форума. Главная тема в этом году – сотрудничество во имя мира и процветания. Далеко не секрет, что развитие Дальнего Востока обозначено национальным приоритетом нашей державы. Однако это не единственный вопрос, обсуждавшийся на встрече с представителями дружественных государств. Одна из ключевых точек пленарного заседания – международная повестка, а именно безвизовый режим между Россией и Китаем. Союз дракона и медведя – так в СМИ окрестили это явление. Да, лидеры двух держав встречались уже не раз и сближали интересы не один год, но именно сейчас этот союз обретает особый смысл. Это, безусловно, будет способствовать сближению двух стран. Ну и, разумеется, мы ответим зеркально на этот жест дружбы и сделаем то же самое. Все это свидетельство больших геополитических сдвигов, которые происходят прямо на наших глазах, где украинский конфликт лишь одна из проблемных точек. Насколько готовы лидеры государств способствовать миру в Восточной Европе, у российского лидера есть ответы на этот вопрос. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. В этом году вместе с Владимиром Путиным в пленарном заседании приняли участие премьер-министр Лаоса, премьер Монголии и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Интерес к пленарному заседанию, главному мероприятию деловой программы ВЭФ, проявили африканские партнеры. Они подтверждают, изменения на международной арене есть, главное вовремя обратить на них внимание. Считаю, что в ближайшее время приставка «со» станет главным вектором работы в 21 веке. Сотрудничество, сотрудничество, кооперация – все это, когда мы действуем вместе, сказывается на нашем будущем. Эта поездка действительно изменила мою жизнь. Здесь столько вещей, которых для себя можно почерпнуть о России и не только. Кстати, все прежние представления, которые в основной степени стереотипные, просто разрушаются, когда ты находишься здесь. Да и оказавшись дома, справедливости ради, разговоры о международном сотрудничестве не затихают. Так, например, делегация Якутии подводит итоги и намечает планы на будущее, из коих некоторые воплотятся в реальность в самое ближайшее время.
Новые партнеры – это Лаос, Непал, Малайзия, с которыми мы также обсуждали вопросы продвижения нашей киноплатформы Extra Cinema. Они тоже в этом очень заинтересованы. Я думаю, в ближайшее время тоже мы какие-то результаты покажем. Те результаты, которые мы сейчас видим, когда сотрудничаем с индийским партнером, да, который у нас полностью взяли нашу платформу и сейчас ее развивают в Индии. Сотрудничать с Арктикой способны только самые отважные. Не зря про Якутию говорят: выжили там, где вымерли мамонты. Причем не только выжили, но и возвели целый пласт креативной инфраструктуры. У нашей страны есть огромный пласт культурного наследия, связанного с сохранением и развитием традиций народов, проживавших на Крайнем Севере. С этой точки зрения Якутия является ярким примером, который мы можем транслировать на международном уровне. Реальность такова, что весь мир сосредоточил, сфокусировал внимание на Арктике. Это большой, в том числе для нас, информационный вызов. Впрочем, справиться можно и с любыми вызовами. Главное – грамотно распределить свои силы и возможности. При совокупном населении нашей страны в 143,5 миллиона человек выход из ситуации находится примерно в половину раз. Поэтому давайте делать ставку на многое, на то, что может сыграть. Давайте приглашать в Арктику людей популярных. Давайте приглашать их для того, чтобы они открывали своей аудитории, может быть, даже и сами в то не веря, этот фантастический регион. Впрочем, приглашение именитых людей – это планы на ближайшие 10 лет. Отмечу, что за прошедшую декаду ВЭФ, как международная ключевая площадка, создает и укрепляет связи не только между регионами, но и по всему миру. А итог форума как экспериментальной площадки – достижение целей, которые поставила перед собой Якутия и которая достигла их в полном объеме.